В прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом» и я, ее ведущая Лиана Кириллова. Ровно месяц назад гостем нашей студии был заместитель начальника межрайонной инспекции номер 37 Федеральной налоговой службы Андрей Владимирович Дубровский. Тогда мы планировали посвятить наш эфир изменениям в налоговом законодательстве, которые начали действовать в 2017 году. Но из-за большого количества звонков от телезрителей мы успели осветить лишь самую малость. Тогда мы пообещали, что обязательно пригласим Андрея Владимировича в нашу студию вновь. И вот этот день настал. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире по телефонам 5 14 94 и 5 14 95. Вы можете позвонить и задать ваши вопросы из сферы налогового законодательства. В прошлый раз мы успели поговорить о том, что предприниматели сейчас должны применять онлайн контрольно-кассовую технику. Этот вопрос мы обсудили. Еще одно новшество, которое начало действовать в этом году, это то, что взносы пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования перешли в администрирование Федеральной налоговой службы. В связи с этим какие изменения? Да, действительно, с 1 января 2017 года администрирование данных платежей, ну, скажем так, страховых платежей, как мы их просто называем, да, перешли в налоговый орган. В связи с этим произошел ряд изменений. В части, скажем, порядка исчисления сумм, ставок по страховым платежам, здесь, в принципе, изменений по предыдущему законодательству практически не произошло. Что нового? Во-первых, появился новый расчет, который заменил часть отчетности, которой представлялся пенсионный фонд, страховые платежи и другие фонды. Вот. Этот расчет, он один, он представляется в налоговый орган, также по окончанию отчетных периодов и налогового периода, то есть ежеквартально представляется отчетность. Отчет этот довольно-таки большой, потому что он в одном отчете сформулирован, собираются и платежи по пенсионному фонду, фонду социального страхования, фонду медицинского страхования. Вот, то есть это довольно-таки объемный отчет. Также данные по каждому застрахованному лицу у страхователя в этом отчете указываются. Поэтому, скажем, это новый отчет для плательщиков, наших плательщиков страховых взносов, то есть страхователей. Поэтому, первый раз, возможно, какие-то нюансы есть, хотя порядок заполнения приказом утвержден, довольно-таки там все четко, конкретно расписано в порядке заполнения, если его почитать. Порядок заполнения, я говорю, расписан хорошо, довольно-таки он объемный, то есть не короткие какие-то фразы. Поэтому при изучении данного порядка заполнения у плательщиков вопросов в принципе не должно возникнуть по заполнению. Дальше изменились это КБК по страховым платежам. Да, плательщикам было это, скажем, проблематично в части того, что они привыкли к одним КБК, сейчас КБК меняется, но, скажем, у нас довольно-таки часто, практически каждый год, какие-то изменения в части кода бюджетной классификации происходит, поэтому, скажем, плательщики к этому привыкли. Но вот эти моменты основные. Но при этом и часть отчетности все-таки осталась еще, которую они должны будут представлять и по страховым взносам на соответствующий фонд социального страхования и пенсионный фонд у них еще остается, незначительно, но часть осталась. Что касается всех изменений, которые в части страховых взносов до 1 января 2017 года, то есть включая 2016 год, все это плательщики сдают по-старому, то есть представляют в соответствующие страховые фонды. В связи с тем, что взносы теперь в вашем администрировании, какие-то задержки по выплатам могут происходить первое время или все идет также в прежнем порядке? Задержки по выплатам, скажем, мы сами выплаты, вы имеете в виду по фонду социального страхования, да? По данному фонду социального страхования, да, мы эти выплаты, скажем, не администрируем, все-таки их контроль остался за фондом социального страхования, здесь я не думаю, что какая-то проблема будет. Хорошо. Непредставление пояснений о декларации по НДС. Раньше это никак не наказывалось, но с нынешнего года произошли изменения, да, какие-то?
Да, действительно, произошли изменения в части НДС. Эти изменения у нас уже, скажем, довольно-таки значительно изменения действуют с 1 января 2015 года. То есть, во-первых, в электронной форме должны стали представлять все декларации, вот, всех обязали представлять декларации. Причем добавились разделы. Ну, кто делает эти декларации, то есть раздел книга покупок, книга продаж добавилась. Вот. Но это с 2015 года. В 2016 году что еще добавилось? В 2016 году плательщиков с 1 июля 2016 года плательщиков налога на добавленную стоимость, скажем, обязанность возникла по получению от налогового органа требований по представлению документов и пояснений в рамках 93 или 88 статьи в электронном виде в обязательном порядке. То есть мы на бумагу уже в этом плане не пользуемся, и они обязаны получать. Почему? Потому что в связи с неполучением, например, нашего требования, то есть не направление нам в электронной форме соответствующего информационного сообщения, что получен документ, мы обязаны закрыть расчетный счет. И с 1 января 2017 года добавилась такая обязанность у плательщика, как представление пояснений в части запроса налогового органа по пункту 3 статьи 88. Но это в том случае, если налоговый орган выявил несоответствие, расхождение, либо какие-то неточности в представленной отчетности декларации по налогу на добавленную стоимость. Мы направляем плательщику требования с представлением сообщений. Вот эти требования мы направляем в электронном виде, и ответ до 2017 года плательщик мог представить на бумажном в любом варианте. С 1 января 2017 года ответ Только должен быть электронный. представлен только в электронной форме. И поэтому вот здесь, если, скажем, бухгалтера, да, плательщики, сами руководители слушают эту передачу, я бы здесь на это хотел бы заострить внимание. Почему? Потому что штрафные санкции за непредставление, причем за непредставление, то есть в любом случае обязанность есть представить, то есть обязанность представить данные пояснения у плательщика присутствует. И в случае непредставления нам, не представления в электронной форме, то здесь штрафные санкции довольно-таки существенные, это 5000 рублей за непредставление. За непредставление повторно, то это 20 тысяч. Поэтому на это обратите внимание, и необходимо, особенно те, кто пользуется по представлению отчетности через консультантов, на это обратите внимание. Ну, вообще 2017 год характеризуется тем, что, по-моему, по многим направлениям ужесточились меры наказания за несоблюдение тех или иных направлений налогового законодательства. Что грозит гражданину, если скрываются объекты налогообложения? Да, действительно, у нас в законодательстве до 2017 года для физических лиц существовал такой момент, как сообщение в налоговый орган по объектам налогообложения, по тем объектам, по которым он по какой-то либо причине не получает наши налоговые уведомления. Вот. И при этом какое послабление было? Послабление было то, что налогщик, в случае, если плательщик сам заявляет, действительно в налоговом органе этот объект отсутствовал по какой-либо причине, плательщик уплачивает только за последний налоговый период. С 1 января 2017 года это, скажем, этот нюанс из обязанности ушел, то есть теперь плательщики, те, кто не заявили, не сообщили в налоговый орган по этим объектам, которые у них фактически имеются, зарегистрированы, но уведомления не приходили. Теперь налоговый орган в случае выявления данных объектов самостоятельно, то есть плательщик уже все, у него право представлять закончилось 31 декабря 2016 года. Теперь в случае, если мы это выявим, то мы будем предъявлять ему налог. Ну, это было раньше за 3 предыдущих года, но помимо этого будет еще штрафная санкция 20% от суммы налога дополнительно. Почему? Потому что такие объекты действительно есть, по тем либо иным причинам от регистрирующих органов, скажем, мы не получили сведения, не были получены, не были, скажем, у нас введены в соответствующий ресурс, возможно, сведения, и плательщики, скажем так, ну, не получали уведомлений и рассуждали таким, раз не присылают, значит, мы и платить не будем, да. Но государство вот таким образом решило этот порядок изменить. Андрей Владимирович, у нас поступили вопросы от телезрителей. Фарзана Махмутовна интересуется, если инвалид имеет 2 машины, он освобожден от налогов?
Что касается транспортного налога, да, действительно, есть у нас категория льгот. Транспортный налог, это, во-первых, это республиканский налог, региональный налог, если правильно называть, да, и, соответственно, у нас по региональным налогам право представлять, устанавливать льготы, помимо того, что налоговым кодексом определено, дано еще регионам. Да, действительно, у нас региональным законом о транспортном налоге предусмотрены льготы от определенной категории плательщиков, в том числе и инвалидам. Но здесь есть ограничения. Во-первых, данная льгота представляется на одно транспортное средство по выбору плательщика, на одно транспортное средство. Во-вторых, данные транспортные, не на все транспортные средства, а есть и ограничения по транспортным средствам. То есть, во-первых, эта машина должна быть легковая. Во-вторых, данная машина должна быть мощностью до 150 лошадиных сил. Есть также льготы и на грузовые машины для инвалидов и для других категорий льготников. Но данное транспортное средство, если это грузовая машина, должна быть мощностью до 250 лошадиных сил, и с даты выпуска данного транспортного средства должно пройти не менее 10 лет. Вот. В данном случае, если две машины, обе легковые машины, то по заявлению плательщика, да, какую машину на какую желает машину, он может подать заявление, на эту машину будет представляться освобождение от уплаты транспортного налога. А на вторую машину будет сумма налога исчислена в соответствии с законодательством. Еще один вопрос по налоговому вычету. Покупал квартиру за 1 миллион, должен был получить вычет 130 тысяч, получил 124 тысячи, 6 не выдали в течение 5 лет. Оно убывающее, почему не выплатили? Какая-то комиссия это или что? Что бы здесь хотелось сказать. Действительно, если вычет вы получили, то есть вы приобрели имущество, в данном случае квартиру за 1 миллион, действительно, если так рассчитать, как все люди считают у нас, да, что 13% с этой суммы должен вернуть. Фактически производится не возврат налога. Фактически по законодательству производится перерасчет ваших налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц. И перерасчет этот производится в сумме не более суммы налога на доходы, которые вам исчислил налоговый агент и произвел уплату за вас в бюджет, соответственно. В том случае, если за этот период у вас налоговый агент исчислил 124 тысячи и перечислил 124 тысячи, то, соответственно, возврат более чем перечисленной суммы налога на доходы физических лиц в бюджет, он не предусмотрен законодательством. Либо, это один момент, либо может быть здесь следующий момент. Вы действительно подали в течение 5 лет, заявили имущественный вычет, но в итоге имущественный вычет вы заявили не на весь миллион, а на эквивалентную сумму 124 тысячам суммы налога на доходы, приблизительно где-то 950 тысяч. То есть на 6-й год у вас остаток переходящий оставался еще в районе 50 тысяч, которые вы могли заявить, вы просто его не заявили. Это второй момент. Почему таким образом это у вас произошло. Точнее, конечно, если бы данный гражданин подошел, можно было посмотреть точнее. Это, скажем, два основных момента, почему эта ситуация произошла. Но могут быть какие-либо нюансы. Могла быть у него данного гражданина какая-то задолженность по имущественным налогам. И при возврате эту задолженность погасили за счет переплаты по НДФЛ. Третья ситуация и так далее. Этих ситуаций может быть больше десятка. То есть, если хотите узнать более подробно, то следует подойти уже лично в налоговую инспекцию, и там уже разъяснят, почему такая ситуация вышла. Андрей Владимирович, еще в 2016 году оплачивать налоги, сборы и так далее можно было только самостоятельно. С нынешнего года это могут делать и третьи лица. Как это выглядит? Да, действительно. Произошло изменение в налоговый кодекс, в 1 главу, добавили такую возможность, как уплату налога третьими лицами. Что для этого необходимо? Это возникает когда? Это возникает, во-первых, в следующих ситуациях, да, очень часто распространенная ситуация, да, организация имеет задолженность, но при этом у данной организации, скажем так, заблокирован расчетный счет.
ну, по каким-либо причинам. Соответственно, через расчетный счет оплатить не могут. Руководитель может, желал бы заплатить, ну, наличными деньгами за организацию, пойти как физлицо, да, но такой возможности ранее не предполагалось. На сегодняшний день такая возможность есть. То есть в данном случае если, скажем, руководитель пойдет за организацию платить, или за вас пойдет налог платить, скажем, какой-то ваш родственник, да, там муж, жена, брат, дети и так далее, они могут на сегодняшний день исполнить эту обязанность за вас. Единственный момент, что в платежном документе, здесь прям конкретно это разъяснение есть, в платежном документе, независимо это платежное поручение, когда одно юрлицо может заплатить за другое юрлицо, да, или квитанции, когда физлицо платит за кого-то, или индивидуальный предприниматель. В платежном документе в графе ИНН, то есть идентификационные данные плательщика, указывается ИНН того, за кого платит, то есть у кого есть обязанность. В графе КПП также указывается КПП того лица, субъекта, скажем, предпринимательства, у кого обязанность есть по уплате налога. А вот в графе налогоплательщик, там указывается реквизиты лица того, который производит оплату за третье лицо. Все, и данные платежи проходят, все, и они, соответственно, засчитывают счет уплаты плательщикам. Все правильно. Еще одна интересная особенность. Долги по налогам и страховым взносам организации могут взыскать с физических лиц. Это правда? Скажем так, есть такое понятие, оно есть и в гражданском законодательстве, да, и, скажем, сейчас довольно-таки это сильно и изменений производятся и в законе о банкротстве, это субсидиарная ответственность. То есть в данном случае, скажем, для примера, да, руководитель осуществлял деятельность организации, руководил организацией. В период осуществления данной деятельности организация заработала, скажем, определенное количество задолженности по налогам, да, перед другими своими контрагентами. И, соответственно, дальше данная организация ушла на банкротство. Ну, там, либо сами подали на банкротство, либо налоговая инспекция подала, либо другие контрагенты подали на банкротство. Да. То есть и в данном случае на данного руководителя, да, в судебном порядке может быть наложена так называемая субсидиарная ответственность по выплате данных долгов этим лицу, как физлицом уже, как бывшим руководителем, да, в пользу, скажем, тех, кто имеет претензии к данной организации. Могут быть это учредители, может быть это бухгалтер, может быть это руководитель. То есть это... Есть такое понятие лицо, контролируемое организацию. То есть здесь спектр может быть широкий. Кому может быть предъявлена данная субсидиарная ответственность. И в рамках того, что на сегодняшний день многие организации, ну, скажем, уходят на банкротство, руководитель копит задолженность, да, это начинает развиваться, вот эта вот практика, да. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире по телефону 5 14 94 5 14 95. Вы можете позвонить и задать свои вопросы. Андрей Владимирович, самозанятые лица всегда должны платить подоходный налог или есть категории, которые от этого освобождаются? Потому что сейчас как бы очень много таких направлений и очень много людей, которые какие-то свои виды деятельности начинают продвигать. Действительно, есть такое понятие, как самозанятые лица. Вот. Но на сегодняшний день данные самозанятые лица как бы, скажем, все-таки находятся в таком состоянии, скажем, еще в части законодательно, не совсем, я бы сказал так, четко определено, четко закреплено. Почему? Потому что, например, если мы возьмем налоговое законодательство, да, для самозанятых данных лиц, то есть они должны встать на учет, зарегистрироваться в любом в любом налоговом органе. Но при этом самозанятые, это имеется в виду те лица, которые, именно написано, что они оказывают, скажем, какие-либо услуги другим физическим лицам без привлечения наемных работников для личного домашнего подсобного хозяйства. Вот. Вот в данном случае они могут стать как самозанятые, да, лица, уплачивающие НДФЛ. Есть перечень, он был, конечно, большой, но пока сейчас оставили 3 позиции, которые могут эти самозанятые лица деятельность осуществлять, при этом они освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. Это первое, значит, присмотр и уход за детьми,
и лицами старше 80 лет. Ну, как нянечки, да, их назовем, там, сидящие, да, за больными, наблюдающие за детьми. Вот. Далее репетиторство. Ну, у нас довольно-таки, если честно сказать, оно распространено. И в любом городе распространено. И у нас довольно-таки большое количество преподавателей и так далее. Помимо того, что в школе детям преподают, еще и потом репетиторством занимаются. Конечно, ну, нигде не заявив себя как самозанятые лица, да, или не зарегистрируясь как индивидуальные предприниматели. И уборка жилых помещений. Вот 3 позиции, которые у нас прописаны в 217 статье, которые освобождаются от уплаты налогового дохода физических лиц по самозанятым лицам. Но если мы будем рассматривать здесь с учетом Гражданского кодекса, то в данном случае это может рассматриваться как предпринимательская деятельность, и у них как бы возникает обязанность по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя здесь. То есть как бы одно законодательство говорит, скажем, налоговое, если не смотреть гражданское, дает эту возможность. При этом гражданское законодательство, ну, например, репетитор систематически занимается там каждый день или через день с детьми. Но, с другой стороны, это предпринимательская деятельность. Вот поэтому как бы здесь на законодательном уровне это Пока не все четко прописано. пока не все четко прописано. Конечно, изменения делаются, да. Это про данных самозанятых лиц, это и есть и в политике развития на 17, 18 и 19 года налогового развития. То есть довести, скажем, может, это законодательство по данному институту самозанятых лиц, скажем, до нормального, хорошего законодательного уровня. А что касается индивидуальных предпринимателей, то для некоторых правила определения доходов изменились. Каким образом нужно считать пенсионные взносы? Но в части исчисления пенсионных взносов, как я уже в начале говорил, у индивидуальных предпринимателей в принципе не поменялось. То есть те же самые льготные для определенной категории остались льготные ставки, да, а ставки остались те же самые. Для исчисления страховых платежей в виде фиксированных платежей, они остались те же самые фиксированные платежи, что и были во втором полугодии 2016 года, и они останутся в той же самой сумме до 1 июля 2017 года. С 1 июля 2017 года страховые платежи в виде фиксированных платежей, они чуть-чуть увеличатся, в связи с тем, что планируется с 1 июля увеличение минимального фонда оплаты труда, от которого, кстати, производится расчет фиксированных страховых платежей по пенсионному фонду. Буквально только что поступили вопросы от телезрителей. Нина Васильева интересуется, почему работники налоговой инспекции отправляют извещение о привлечении к суду за неуплату налогов. Налоговым кодексом предусмотрено порядок взыскания суммы налогов в случае их несвоевременной уплаты. В частности, в том числе и с физических лиц. Это 48-я статья у нас непосредственно Налогового кодекса. Вот. То есть первоначально плательщику направляется уведомление на уплату имущественных налогов, я это понимаю, по имущественным налогам здесь вопрос, на уплату имущественных налогов физических лиц. Как я до этого и говорил, да, кто подключен в личный кабинет, кто не подключен, то по почте направляется. В случае неуплаты, далее, налоговый орган направляет данным плательщикам требования об уплате налога. Причем это требование направляется у нас, может быть направлено в течение 3 лет. И направляется первоначально на сегодняшний день, в связи с тем, что, скажем, чтобы по небольшим суммам не было, направляется на сумму задолженности более 3000. Если это, скажем, за год не набирается, то дальше требование направляется за 2 года сразу или за 3 года. Но за 3 года это обязательно направляется. Дальше по требованию дается срок уплаты. Ну, как это обычно, месяц дается по требованию. В случае, если по требованию уплата не произведена, то налоговый орган обращается в суд на вынесение судебного приказа. При этом об этом информируется и плательщик, что мы направляем в суд о вынесении судебного приказа. После получения судебного приказа налоговый орган здесь может поступить 2 направлениями для получения, для взыскания, скажем, задолженности. Первое – это самое, скажем,
основная масса – это направление службы судебных приставов, судебный приказ, для того, чтобы они уже по своему производству производили взыскание. Второй момент – это мы имеем право также направить не в службу судебных приставов на взыскание, а при наличии основного места работы также данный судебный приказ на взыскание по месту работы, чтобы заработной платы взыскали. Поэтому здесь и получает предупреждение, что мы уже идем в суд. У вас задолженность есть по имущественным налогам, которые, кстати, можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика. Нужно только подключить эту услугу, обратившись в налоговую инспекцию. Да. Еще один вопрос. В 1995 году бросили САТ номер 12. В прошлом и в этом году назначили налог. Как это понять? Зульфира Хабирова. САТ просто бросили, а не отчудили. Вопрос, на сегодняшний день, конечно, мало таких вопросов осталось, но буквально года 2-3 этот вопрос 4 довольно-таки серьезно стоял в части садов и в части гаражей, именно по земле. Во-первых, если мы возьмем сады, ну, то же самое ситуация и по гаражам. Вот, то есть граждане либо приобретали эти земельные участки, фактически покупали, но чаще всего писали заявление, просим выделить земельный участок там, под сад или под строительство гаража, да, в администрацию. Администрация выносила постановление или решение органа местного самоуправления о выделении конкретно физическим лицам тем или иных участков. То есть был документ. Для того, чтобы был документ, далее, значит, если ранее, в 1995 году это еще существовало, скажем, сбор производили садовики сами налогов, да, то в 1999 году они обратились в органы местной власти о том, чтобы это на налоговую инспекцию возложить. Налоговую инспекцию возложили, соответственно, те постановления, решения, мы теперь ими стали пользоваться. И когда вы бросали, скажем, сад, необходимо было пойти написать заявление об отказе от земельного участка. Если это не сделано, то данный земельный участок по решению или постановлению того времени до сих пор числится у вас в пользовании. Вот на данный момент что она может сделать? Подать заявление, да, для того, чтобы этот земельный участок отменили, то есть вынесли постановление или решение, и этот земельный участок изъяли просто. Андрей Владимирович, ну, у нас буквально остается около минуты времени. Еще один вопрос успеваю вам задать. Руслан Гаипов. Врач отправил сдавать анализы в частную клинику. Какие документы нужны, чтобы получить вычет? Для того, чтобы получить вычет, в данном случае при сдаче анализа, да, то есть здесь вы должны взять справку от данного лечебного заведения о том, что данный вид услуги Был оказан. Нет, он не то, что был оказан, он поименован в перечне, перечне, который утвержден постановлением правительства, и подпадает под получение вычета по социального налогового вычета. То есть специальная форма справки есть. Если это лекарство, то там есть специальная форма рецепта. И в принципе все. Да, в принципе и документ об оплате. Все. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Время нашего эфира подошло к концу. Подытоживая, хочу сказать, что все те изменения, которые были приняты в налоговом законодательстве и которые начали действовать в 2017 году, по мнению экспертов, они направлены на восстановление положительной динамики российской экономики. Ну что же, время покажет, как все будет на самом деле. Но мы с вами прощаемся до следующего четверга. Спасибо вам за беседу, Андрей Владимирович. Спасибо вам. Увидимся снова как-нибудь в нашей студии. Всего доброго и до встречи. До свидания.